Вы, по-моему, еще до Нового года в качестве главы Меджлиса анонсировали акцию, которая называется, как правильно, чтобы я не переврал ничего. Который называется 21-й «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Марш достоинства в оккупированный Крым. Да. Поясните, пожалуйста, если можно, у нас там минут 5 на это есть, как вы это видите, а потом еще один вопрос я задам другой. Смотрите, я сейчас, может быть, больше не скажу того, что мы тогда говорили на пресс-конференции. Пусть ни у кого не будет каких-то сомнений в том, что мы реализовываем то, что мы уже сделали публичным таким достоянием. Просто есть такие подготовительные этапы, которые мы хотели бы все потом огласить одновременно. Идея состоит в том, и ее сейчас реализация идет, о том, чтобы в назначенное время большое количество людей, среди которых мы ведем работу по вовлечению народных депутатов Украины, публичных политиков, представителей европейских международных организаций, чтобы пойти маршем из одной части украинской территории на другую часть территории украинского государства. Речь идет о марше из Херсонской области, из Новоалексеевки, КПВВ «Чангар», да, и на территорию Крыма. Вы уже слышали какую-то реакцию из России на эти планы? Это как было, когда мы готовили гражданскую блокаду. Они сейчас на этапе обсмеивания этой акции, но очень нервное это обсмеивание, идут насмешки. Но я еще раз хочу сказать о том, что мы делаем все для того, чтобы этот марш состоится, и в том, что он состоится, у меня сомнений нет. Просто мы сейчас не можем сказать время, но это будут ближайшие месяцы. И не нужно говорить время. Да, и не нужно, да. Потому что оно связано с другими событиями, которые будут происходить в разных столицах, в том числе и в Москве. Угу. Даже в Москве. Не с нашей стороны, но мы связываем. Дело в том, что когда вы планируете акцию, которая должна быть не просто резонансной, а которая должна иметь результаты, ожидаемые вами, потому что для нас самое главное, чтобы тема Крыма... Чтобы мир... Да, и не просто звучание Крыма, а судьба тех людей, которые находятся как в тюрьме, которые находятся просто в таком моральном плену. Для нас очень важна доля этих людей. И поэтому мы делаем все для того, чтобы результаты этой акции отразились на людях, на улучшении их состояния. И самое главное, чтобы мир понимал о том, что никто не позволит умалчивать Крым. И более того, никто не согласится ни на какие решения, в том числе ожидаемые в ходе парижских этих встреч о некоем статусе Донбасса или каких-то выборах в Донбассе, если на обочине, не то что на обочине, а в изоляции окажется Крым. То есть никто не будет позволять даже допустить мысли в Москве о том, что Украина по факту отказывается от Крыма. Украинское общество ожидает, я вижу в ходе наших этих всех консультаций, уже под практической реализацией этой идеи, я ни на минуту не сомневаюсь, что украинское общество с очень большим достоинством проведет эту акцию.